В конце января состоялось первое в этом году расширенное заседание Президиума Республиканского совета профсоюза. В рубрике «Профответ» профсоюзные юристы ответят на любой вопрос в сфере охраны труда, социального блока, пенсионного обеспечения и на другие вопросы. Профсоюзный лидер, профессионал с большой буквы Гапуева Яха Даудовна. Именно ей посвящена рубрика «Учитель пред именем Твоим». В конце января под председательством Даудхана Хизировича Герзелиева, председателя Республиканской организации профсоюза образования, состоялось расширенное заседание Президиума Республиканского совета профсоюза. Это первая встреча в новом году. В Чеченской Республике, по последним данным, полученным в конце прошлого года, всего 1063 первичных профсоюзных организаций. И по данным, полученных от вас в форме КДК-1, которую вы заполняли, во всех них есть коллективные договоры. То есть нет ни одной организации, в которой не было бы заключенного действующего коллективного договора. В ходе заседания одними из главных были рассмотрены вопросы об итогах проведенной Ревсоветом профсоюза проверки деятельности первичных профсоюзных организаций во втором полугодии 2021 года и отчетных собраний в первичных профсоюзных организациях. Президиумом были утверждены план работы Республиканского совета профсоюза, дорожная карта на первое полугодие 2022 года и реестр республиканской организации. Также были заслушаны отчеты заведующих отделами Ревсовета профсоюза о проделанной работе и об итогах тематического 2021 года «Спорт, здоровье, долголетие». С 21 февраля по 18 марта была проведена Республиканская профсоюзная тематическая проверка соблюдения теплового режима в образовательных учреждениях Чеченской Республики. Целью проведения тематической проверки являлось выявление нарушений требований теплового режима в кабинетах, спортивных залах, актовых залах. Члены Президиума одобрили представленные на рассмотрение вопросы о финансовой составляющей Республиканской организации профсоюза. Такие новости, конечно же, всех порадовали. Сегодня заключение Президиума. Мы в такой торжественной обстановке заключили коллективный договор Республиканского совета, руководство Республиканского совета со штатными работниками. Здесь же состоялось подписание коллективного договора первичной профсоюзной организации штатных работников Чеченской республиканской организации Общероссийского профсоюза образования. Праздники, посвященные не только женщинам и мужчинам, вот у нас небольшое такое неравенство было, мы уравняли здесь, и социальные выплаты при рождении ребенка, и бракосочетание. Естественно, мы в этом году тщательно особенно под контроль возьмем заключение коллективного договора соглашения в районах, в первичных организациях. Договор подписали председатель организации профсоюза образования Даудхан Герзелиев и председатель первичной профсоюзной организации Рустам Мусаев. Нам в школе объявили, что заработная плата за январь будет меньше обычно из-за того, что было много праздничных дней и, соответственно, мало рабочих дней. Так должно быть? Нет, так не должно быть. Ваша январская заработная плата должна быть обычной, такой, какая она бывает в другие месяцы, при условии, что сотрудник отработал все рабочие дни месяца. Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения заработной платы работникам. Это закреплено в 4 части 112 статьи Трудового кодекса Российской Федерации. Считается ли время, отведенное на перемену между уроками, рабочим временем учителя? В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 года за номером 1601 о продолжительности рабочего времени педработников и о порядке определения их учебной нагрузки, нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы устанавливаются в астрономических часах, включая короткие перерывы, то есть перемены. Данное положение указанного нормативного акта позволяет сделать вывод о том, что перемены входят в рабочее время учителей. Можно ли получить налоговый вычет на обучение детей при дистанционной форме? Да, если это очная форма, то дистанционное обучение тоже дает право на налоговый вычет. Дистанционное обучение – это не форма, а образовательная технология.
Определяющее значение имеет не она, а форма обучения. Если есть документ, подтверждающий очную форму, с вычетом проблем не будет. Сегодня Яха Даудовна пришла в родное здание профсоюза, но не работать. Коллеги, с которыми она работала плечом к плечу, тепло встречают опытного профсоюзного деятеля. Гапоева Яха Даудовна родилась в селении Урус-Мартан. Среднюю школу окончила уже в Казахстане. По возвращению домой перед Яхой стоял непростой выбор. С одной стороны, мечта стать врачом, с другой – возможность, не теряя время, получить новые знания. Мой приход в образование был случайным. Мечта моя была быть хирургом, врачом-хирургом. Но прием уже был закончен. Я в этот год опоздала и не сумела поступить. Ну что делать, год не хотелось терять. А как раз наш, раньше назывался он педагогический институт, как раз дополнительный прием был в вузы. Вот я решила подать туда. Но когда окончила и втянулась в эту работу, я поняла, что это моя специальность. И вот всю жизнь, уже почти 60 лет, 58 лет, я проработала в этой сфере. И вот полюбила эту работу, всю себя отдала этой работе. Много у меня выпускников. По возвращению на родину, окончив Чечено-Ингушский педагогический институт, не теряя времени, начала трудовую деятельность в Шалинской школе номер 1. Достался мне очень трудный класс. Но обычно, когда новый человек приходит в школу, ему дают тот, которым они не справляются. Но я сумела детей вовлечь. Первый урок, второй урок, я не знала, молодая была, не знала, что с ними сделать. И у меня пришла в голову мысль. Я сейчас постараюсь свою методику продвинуть. Пришла я на урок, дети, как всегда, 35 учеников в классе. И я спрашиваю, поднимите руки те, кто знает имена своих 7 дедов. Тишина гробовая в классе. Но я поняла, что я правильно начала эту мысль. И я им дала задание. Вот придете, я вам домашнее задание задаю, значит, вы мне расскажете о своих 7 дедах. И на следующий день, через день, стали ко мне стекаться родители. Какое вы задание детям дали? Амалдей нахцар, это цехую, деде цехую, деде цехую бож. И вот так, таким образом, вот втянув детей в этот круговорот, я сумела добиться авторитета. И после этого на каждый мой урок они с удовольствием приходили. Яха Даудовна на каждом рабочем месте показывала себя с лучшей стороны. Ее профессионализм замечали сразу же. Она возглавляла Герменчукскую, Аргунскую, Старосунжинскую школы. Ей, как и остальным работникам образования, пришлось почувствовать, каково это – работать без зарплаты в холодных и темных помещениях. Профсоюзная деятельность тоже пришлась на непростые времена. Ну, наступили вот эти трудные времена, распад Советского Союза, везде это анархия. В общем, я поняла, что быть директором школы, я в то время была директором школы в Старой Сунже, это не престижно, что уже не слушают директоров школ, образование рассыпается. Я решила уйти вообще из школы. Ну, 3 раза рвали мое заявление об уходе. Но здесь, значит, меня заметил Хазир Магомедович. Я была тогда большой активисткой, и он меня пригласил в профсоюз. Ну, и меня сразу избрали председателем профсоюзного комитета. А в то время вот эти собрания, пленумы разные, я там так активно выступала. И меня Хазир Магомедович заметил. Времена развала Советского Союза, как вы знаете, в нашей республике единственное не потеряло свое существование и работу, это профсоюз образования нашей республики. Зарплаты не было. Значит, по сути, штатным работникам было предложено, говоря, на время, значит, заниматься непосредственно тем, что могло бы их прокормить. Единственное, кто работал, значит, в Республиканском совете на тот период, это
Значит, была Яха Даудовна и Сидиев Гелани был. Ну, еще несколько коллег, практически, которые не получали зарплату. Но Яха Даудовна отличалась среди них такой большой мотивацией. Ей, значит, и зарплата не нужна была, ей только нужна была профсоюзная работа. Очень много внесла, значит, в организационное направление, очень много внесла в правозащитной деятельности. В то время очень сильно были распространены у нас коллективные акции. Мы выходили на митинги, забастовки, и Яха всегда была рядом, и, значит, тут поддержку Хизир Магомедович видел, и сам профсоюз видел. Значит. Недавно, вот с этого года, Яха Даудовна на заслуженную пенсию вышла, но мы ее не отпускаем. У нас в проекте сейчас в карандаше положение о консультационном совете. Значит, ветераны профсоюза будут в качестве лекторов в рамках ПДС, ШПА и говорить о профсоюзе, вот как он стал, значит, как он непосредственно организация смогла такой стать эффективной в нашем понятии. История этой организации, цели, задачи и социальная значимость профсоюза в нашем обществе. Несмотря ни на что, профсоюз образования не сдавался. Зарплаты не было, здания были разрушены. Руководство республики, если его можно так назвать, не признавало профсоюзное движение. Трудно было. Нас не признавали, нас даже не принимали. Профсоюз отворачивались. Но мы как-то старались добиваться, учителя уходили из школы, на базар уходили. Я, как уже проживший какое-то время и зная положение в школах, я чувствовала, что уже образование разлагается. Уже здания разрушенные были, у нас не было, кабинеты наши разрушенные. Я помню один случай. Мы в этом здании находились, на 5-м этаже наш профсоюз располагался. Мы приходим, и у дверей профсоюза, здания профсоюза стоит охрана, не пускает нас на работу. Ну, я тогда вообще боевая такая была, я на каком основании? Со мной тоже вот несколько ребят было, мы ворвались в это здание, поднимаемся на 5-й этаж, а там сидит, взломали дверь председателя, сидит другой посторонний человек. Я захожу и говорю: вы кто? Я, говорит, председатель. Положите чековую книжку и печать. Я подхожу к нему, говорю: у нас выборная должность, покиньте, говорю, незаслуженное кресло. Вот мы немножко поругались, но он действительно встал и ушел. Вот так мы отстояли. В то время, в это смутное время, учителя не слушали никого. Единственная организация, куда они зайти и со своими бедами поделиться, это был один профсоюз. Порой ситуация доходила до того, что учителям приходилось силой забирать свои деньги, заработанные в ужасающих условиях. Яха Даудовна не могла терпеть это нечеловеческое отношение к своим подопечным. Когда я была председателем районного совета, был случай, что уже 6-5 месяцев не было зарплаты. Уже до изнемождения люди дошли. Но у меня район очень боевой был. По моему зову буквально все слетались. Прям все принимали участие. Актив хороший был. Мы забаррикадировали, в то время был министром финансов Абубакаров Бошварц, его кабинет заблокировали мы, взяли за руки, заблокировали, и он с охраной пришел уже под автоматной, это самые стоят автоматы. Мы его не пустили в кабинет, пока он нам не обещал зарплату. Вот таким образом мы боролись в первое время. В профсоюзе Яха Гапуева была избрана председателем райсовета профсоюза Грузинского района, а спустя уже 10 лет была назначена на должность заместителя председателя Республиканского совета. Яха очень такая особая личность, она очень такая энергичная, несмотря вот силу своего возраста, люди как-то сдаются быстро, она даже сейчас полна сил, решимости, она находит общий язык с людьми и очень такая коммуникабельная. Вот, и знаете, за долгие годы мы с ней работали, она на разных должностях работала, последние годы она курировала районы, была уполномоченным Республиканского совета профсоюза.
И там она очень активно разворачивала профсоюзную работу. Всегда ее работа отмечалась на высшем уровне. И Яха Даудовна просто очень уникальный человек своего рода. С ней всегда интересно, она общительная, мы всегда с ней контактируем. Даже вот сейчас мы ее привлекаем к обучению, она у нас будет в лекторской группе наставлять наших молодых профсоюзных активистов. Практически ни один конкурс «Учитель года Чеченской Республики» не обходился без Яхи Даудовны. Она всегда представляла профсоюз в жюри, а в 2007 году ее позвали на конкурс «Учитель года России», который проходил в городе Череповец. Нас было 11 человек в комиссии по зарубежной литературе. Я была включена в это жюри. И после того, как мы просмотрели работу участников, собрались на обсуждение, нас было 11 человек. Всех 10 опросили мнение. И когда возглавлял профессор, эту группу возглавлял профессор, и он так ехидно посмотрел, говорит, ну если у Чечни нечего сказать, то мы завершим нашу работу. Меня это очень задело. Я встала, говорю, как нечего сказать? У Чечни-то как раз и есть что сказать. Так как я практик в этой работе, я практикой разложила то, что они высказались. После этого на очередном совещании уже группы этой, меня уже мнение мое в первую очередь спрашивали. Героиня нашего очерка награждена всеми возможными профсоюзными наградами. Она с трепетом поглаживает их и помнит каждое награждение, как сегодня. Все профсоюзные награды у меня есть. А которые из них вы дорожите больше всего? Какую цените больше? Да я все их ценю, потому что я влилась в эту работу. Мне они все дороги. Но вот у меня есть вот орден Общественной палаты за успехи в сфере образования. Тоже вот. У меня есть награда нашего парламента. В начале этого года Яха Даудовна приняла непростое для себя решение. Она уходит на заслуженный отдых. Хотя энергии работать не стало меньше, но с коллективом она не прощается. Как говорится, бывших в профсоюзе не бывает. Оглядываясь на прошедшие годы, все-таки уже мне немало лет. И каждому есть и начало, и конец. Начало я прошла, к концу приблизилась. Я не жалею, что я оказалась в профсоюзе. Эту работу я хорошо знаю. Меля Бог мабей, одному человеку ты поможешь, и то это дело. Убрать, в смысле, что я не так сделала, я не могу. Потому что все эти годы я старалась облегчить жизнь человека. Со своими полномочиями. Я никогда никому не отказывала. Я старалась и материально, чтобы помогли, и на президиуме, чтобы помогли. То есть, как-то вот эта работа, долг службы о лица дюч, я через свое сердце пропускала боль каждого человека. Может, это и плохо, а может быть, это и хорошо. Но, оглядываясь, мне нечего краснеть вот за себя и за свою работу.